Moldova Cumhuriyeti bir devlet olarak sizin temel haklarınızı koruyamadığı için çok üzgünüm. Umarım bu olay hepimiz için iyi bir ders olacaktır. И все, что ли? Я сожалею, и мы выучили урок. Интересно, какой? Как назначить козла отпущения, пусть даже он и заслуживает этого, и прикрыть заказчиков самого резонансного преступления против прав человека за всю историю независимости Молдовы? Честно говоря, не тот урок мы извлекли. Всем привет, это Михаил Серкиле и программа Noctolife. Давно не виделись, но коронавирус здесь ни при чем. За время, что мы отсутствовали в эфире, накопилось несколько важных вопросов. Сегодня обсудим дело турецких преподавателей, недавний визит Додона в Гагаузию и уникальное решение советников муниципа Комрат ограничить свои собственные права. Друзья, делитесь этим видео, ставьте лайки под этим видео и подписывайтесь на наш канал. В Гагаузии есть альтернативное мнение, и важно, чтобы об этом узнало как можно больше людей. Итак, дело турецких преподавателей. Судя по всему, оно закончится тем, что будет назначен козел отпущения в лице бывшего директора СИБа Василия Ботнаря, который в лучших традициях ОПГ примет удар на себя, чтобы спасти своих подельников. И мы так и не узнаем, кто раздавал указания и какую роль в этом сыграли высшие должностные лица страны. Мы, конечно, догадываемся, но хотелось бы, чтобы это не оставалось на уровне догадок, а реально восторжествовало правосудие. Однако действия Генпрокуратуры в данном случае похожи не на попытку совершить правосудие, а прикрыть кое-кого. Все ожидают от генпрокурора Стояногла тщательного расследования и выявления всех виновных в самых резонансных делах. Не только исполнителей, но и заказчиков. Дело турецких преподавателей, безусловно, одно из самых резонансных. Подумайте сами, сидит Василий Ботнарь у себя в кабинете, и вдруг резко ему приходит в голову, что надо выслать турецких преподавателей. Мы же с вами понимаем, что по собственной инициативе он это не сделал. У этого решения есть конкретный заказчик. Тогда почему расследование Генпрокуратуры не пыталось выяснить, кто давал указания? То, как Стояногло завершил расследование, дает основание сомневаться в независимости Генпрокурора, к сожалению. Стояногло признал, что права преподавателей были нарушены, хотя было бы странно с его стороны не признать этого, когда уже есть решение Европейского суда по правам человека, по которому Молдова должна выплатить семьям 5 преподавателей по 25 тысяч евро в качестве морального ущерба. Не знаю, может ли это компенсировать сломанные судьбы, и если вообще такое можно компенсировать. Вдумайтесь, похищение человека среди бела дня людьми в штатском – это на самом деле дичь. Но на протяжении 1,5 лет ни один из тех, кто управлял страной во время похищения, не выступил с внятными разъяснениями, с требованиями прекратить произвол и разобраться. На любые вопросы отвечали: ничего не знаем, мы в этом не участвовали и так далее и тому подобное. Напомню, президент является главой Совета Безопасности, в который входят главы всех силовых структур и правоохранительных органов. Только на этом основании он несет политическую ответственность за это преступление, потому что оно произошло в период его мандата, и он не сделал ничего для того, чтобы его предотвратить и обеспечить надлежащее расследование. И тут напрашивается простой вопрос. Президент либо не справляется со своими обязанностями, либо прикидывается шлангом. И то, и другое плохо. И если он не справляется со своими обязанностями в первом сроке, тогда зачем он претендует на второй? Более того, Додон молча принял благодарность турецкого президента за содействие Турции в борьбе с сторонниками Фетхуллаха Гюленя. То же касается Ирины Влах, которая до сих пор молчит, а ведь беда коснулась и семьи из Гагаузии. Феридун Тюфекчи, один из турецких преподавателей, большую часть своей жизни прожил в Гагаузии. Человек завел здесь семью, воспитывал 4 детей, граждан Республики Молдова и жителей Гагаузии, кстати. Платил здесь налоги и обучал наших детей. И как Гагаузия отплатила ему и его семье? Дам подсказку. Никак. Башкан Ирина Влах, которая так любит ходить в гости к гагаузским семьям в сопровождении армии журналистов, за 1,5 года ни разу не встретилась с семьей Феридуна Тюфекчи. Должностные лица в этой ситуации должны делать все возможное, чтобы восстановить их права. Молчание Влах неудивительно, учитывая, какие персонажи в ее ближайшем окружении. Например, Рафет Коксал, муж депутата парламента РМ от партии социалистов Ивана Коксал, любитель клеймить жителей Гагаузии террористами. Посмотрите на этот пост. Для тех, кто не владеет турецким языком, объясню или постараюсь перевести. Здесь он называет Феридуна Тюфекчи террористом, а лицей «Оризонт» организацией, готовящей террористов. Что ему за это было? Ничего. Можно
безнаказанно называть гагаузских детей террористами, и твоя жена даже попадет в парламент от партии социалистов. Более того, это проглотили и два члена исполкома, выпускники лицея «Горизонт» Вадим Чебан и Виталий Влах, ни словом, ни делом не заступившиеся за свой альма-матер, да и за себя самих. Наверное, гордость за Гагаузию помешала. В завершение темы хотелось бы напомнить, что прокуратура требует осудить главного обвиняемого по делу турецких преподавателей Василия Ботнаря на 6 лет лишения свободы. Турецкие же преподаватели в результате незаконных действий Василия Ботнаря, получили в общей сложности 59 лет лишения свободы на всех 7. Преподаватели уже сидят и, скорее всего, отсидят от звонка до звонка. А Василий Ботнарь может отделаться условным сроком. Подобное мы уже видели и неоднократно. Я не утверждаю, что так и будет. Я просто к тому, что такое мы уже видели. А заказчиков преступления прокуратура, судя по всему, искать не собирается. Друзья, не забывайте ставить лайки и делиться этим видео. Ну и подписываться на наш канал и нашу страничку в социальных сетях. Еще одно событие, на которое стоит обратить внимание, это визит президента Додона в Гагаузию 21 января для встречи с депутатами Народного собрания. Напомню, 11 декабря 2019 года депутаты Народного собрания приняли решение приостановить участие Гагаузии в деятельности рабочей группы парламента и Народного собрания по вопросам особого правового статуса Гагаузии. Депутаты решительно заявили тогда, что Кишинев морочит голову, гагаузские законы так и не были приняты, несмотря на то, что сам президент лично обещал, что они будут приняты до 23 декабря 2019 года. Чего, как мы все знаем, не случилось. Вместо этого в Кишиневе был организован концерт с танцами и плясками, да, и помпезное мероприятие, посвященное 25-летию со дня образования гагаузской автономии. Там Ирина Влах вручила Додону высшую награду Гагаузии — орден Гагаузии. Вот такие ценности у руководства Гагаузии. Обещание не выполнил — получи орден. Что? Я говорю, кто не работает, тот ест. Встреча Додона с депутатами почему-то проходила за закрытыми дверьми. Прессу не пустили. Но некоторые депутаты снимали происходящее, что дает нам некое представление о том, что происходило на той встрече. Давайте посмотрим короткое видео в 37 секунд с этого заседания. Я не хочу обсуждать с вами башканские выборы. Я вам сказал позицию свою, боль своего народа. Потому что здесь в народе зреет идея вообще бойкотировать будущие выборы, поскольку Гагаузия народ проигнорирован. Вы говорите о выборах парламентских, вы говорите о Федоре Никодимовиче, о других. Никаких проблем нет. Но, как вы сказали, господин президент, что я хочу избрать Федора Гагаузия, народ избрал. Я хочу Суходольского, народ избрал. Я хочу Ирину Влах, народ избрал. Вы этого хотите. Я вам говорю, что народ хочет, имеет право сам выбирать. Дайте возможность этому народу. Вы меня не услышали? Народ выбирал. Есть другое видео, где на вопрос того же Сергея Чимпаеш Додон отвечает: слишком много демагогии. Наверное, стоит согласиться с президентом. Демагогии на самом деле много. В обещаниях самого президента, ну и в позиции Народного собрания. Вообще непонятно, почему Кишинев до сих пор тянет с принятием этих законов. Они ведь, по сути, ничего не меняют. Они еще раз подтверждают то, что уже есть, работает и прописано в законе об особом правовом статусе. Основная задача этих законопроектов была протестировать уровень доверия между Кишиневым и Комратом. Прими парламент эти законопроекты, у Гагаузии не было бы оснований заявлять, что Кишинев стремится отнять у Гагаузии полномочия. Теперь, когда Кишинев не сдал простейший тест на доверие, у Гагаузии есть все основания опасаться того, что Центр на самом деле пытается их отнять. И упразднение налоговой инспекции Гагаузии — это не просто невнимательность при проведении реформы, а целенаправленная политика. С другой стороны, сама Гагаузия не отрабатывает в этом вопросе. Не только в лице Башкана, который, как я уже говорил, не выступила в правительстве, когда утверждалась эта реформа и вначале даже защищала ее в Гагаузии, но и в лице Народного собрания. Гагаузские законы, ставшие притчей во языце, были разработаны предыдущим составом рабочей группы, действовавшим до конца 2016 года. После выборов в Народное собрание 2016 года состав группы от Гагаузии изменился, и почему-то активность группы резко снизилась. Вызывает много вопросов и роль партии социалистов в этом процессе. Эта партия получает огромную поддержку в Гагаузии.
Но за все это время мы не видели от нее никаких реальных действий по продвижению интересов автономии. ПСРМ даже не предлагает вернуться к рассмотрению этих 3 законов в парламенте. Единственная задача ПСРМ и ее лидера Додона – держать Гагаузию в своем электоральном стойле, бесконечно раздавая обещания и играя на антизападных и антирумынских настроениях гагаузов. Ей в этом активно содействует Башкан Гагаузии и, судя по всему, стало активно содействовать Народное собрание. Иначе как объяснить то, что после встречи с Додоном Народное собрание приняло решение о возобновлении участия в деятельности рабочей группы? Почему такое решение было принято, непонятно. Ситуация не изменилась. Ни одна из причин, побудившая депутатов принять такое решение о прекращении участия в рабочей группе, не была устранена. Законы не приняты. Додон просто приехал и еще раз что-то пообещал. Таким образом, НСГ подыграла Додону, дала ему повод сюда приехать, уехать отсюда победителем и получить за это благодарность от спикера Народного собрания. Давайте посмотрим короткое видео после встречи Додона с депутатами. Давайте. Вы меня пригласили. В первую очередь хочу поблагодарить Игоря Николаевича, то, что он нашел время, посетил сегодня Гагаузию. Была очень плодотворная встреча. Мы пообсуждали, подняли ряд вопросов, которые интересуют Гагаузию, что касается и полномочий Гагаузии. Надеюсь, что все эти вопросы в скором времени будут решены. У нас буквально сейчас начнется заседание Народного собрания, где мы планируем возобновить, поставить на заседание вопрос о возобновлении рабочей группы межпарламентской. Мы знаем, что со стороны парламента группа уже сформирована, со стороны Народного собрания она была просто приостановлена на прошлом заседании, поэтому надеюсь, что не возникнет никаких вопросов, и рабочая группа будет работать. Хочу поблагодарить Игоря Николаевича, который тоже кое-какие обязательства взял, который нам всегда помогает, и это все будет на благо Гагаузии. Хочу прояснить, я не против диалога между Кишиневым и Комратом. Я считаю, что это единственный путь для решения проблемы. И я не против деятельности рабочей группы. Такие рабочие площадки должны существовать, они должны действовать, они должны приносить результат. Я за то, чтобы любая деятельность приносила результат, а не превращалась в симулякры, во что в конечном итоге превратилась эта группа. Друзья, не забывайте ставить лайки, делиться этим видео и подписываться на наш канал. Ну и напоследок самое забавное, парадоксальное, да и нелепое решение выборных лиц за всю историю человечества. Вполне возможно. На прошлой неделе удивил примар Комрата, который вышел с инициативой, по сути, ограничивающей право советников обращаться с запросами на получение информации от примарей. И удивил не только примар, но и 11 советников, поддержавших его инициативу. О чем речь? Если коротко, то поправки, предложенные примаром в регламент муниципального совета, предусматривают, что советник может запрашивать у примарей только информацию, связанную с проблемами города и деятельностью местного совета. Запрос предварительно должен быть рассмотрен в специализированной комиссии муниципального совета. Иными словами, советники могут направлять примару запрос только по поручению и с разрешения специализированной комиссии, только по вопросам, обсуждаемым на заседаниях комиссий, и строго по повестке дня заседания Комратского муниципального совета. Это какой-то Ширли-мырли. Приказываю всей банде построиться в колонну по 4. Шаг влево, шаг вправо считается побегом. Прыжок на месте расцениваю как попытку улететь. Стреляю без предупреждения. Вот это правильно. Я даже не знаю, как это назвать. В 21 веке попытка ограничить свободный поток информации и право людей не то что получать, но и запрашивать информацию, но это просто дичь. Сегодня в Молдове информацию без предварительного согласования с кем-либо может запрашивать любой гражданин. А советники в этом плане находятся в привилегированном положении. Советникам, согласно закону, должны отвечать в ускоренном режиме, потому что они представляют не только себя, но и своих избирателей. А тут их пытаются заставить получать разрешение на то, чтобы просто задать вопрос. В Молдове за короткую историю ее независимости принята куча законов и подзаконных актов, множество судебных прецедентов и комментариев судебных инстанций, что делает невозможным ограничить право запрашивать информацию. У примара, конечно же, есть аргумент в поддержку этого решения. Давайте посмотрим, как примар Комрат аргументирует свое предложение в муниципальный совет. Уважаемые советники, я вам сейчас скажу в двух словах. Мы можем отвечать на все запросы хоть сутками. Можем купить еще 5 тонн бумаги, если это целесообразно. Но нам хотелось бы, чтобы данные запросы
проходили через совет. Если совет захочет, чтобы мы отвечали, значит мы будем все отвечать. Это, по-моему, неплохо. Если человек просит информацию 40-го года, хотя бы, чтобы он был советником 40-го года, можно дать ему информацию. Так? А если он не был советником в 40-м году, как он может просить? Дайте мне информацию, что случилось с аукционом. Понятно? Для всех граждан. Поэтому мы должны обязать любые аукционы, это сам. Мы же уже говорили на эту тему. Камрад МД, средства массовой информации. Но я где-то солидарен с Примарией. Если мы пришли помогать городу развиваться, если мы будем Дима заваливать, Дмитрий Сергеевич, это что? Возникает вопрос, если Примария так относится к советникам, то как же она относится к рядовым гражданам? Поначалу было непонятно, почему 11 советников поддержали это решение. Неужели они не понимают, что это решение направлено против них самих? Мнение по этому поводу есть у советника Николая Арнаута. Давайте посмотрим. Но нельзя Примарию превращать в чье-то ИП, которое хочу даю, хочу нет. Любой советник вправе узнать, кто что, какие прямые поставки, какие прямые договора и так далее, и так далее. Поэтому никто это право советнику не отнял и не будет отнимать. Поэтому то, что говорят, что мешает примару работать, господин примар, это не ваша работа. У вас есть специалисты. Они, как говорите, 40-й год, просто отписались, извините, идите в архив. 2 строчки, извините, идите в архив. А вы почему-то боитесь чего-то, кто-то что-то знает, что-то не то. Потому что те же прямые аукционы, которые были, я посмотрел, спасибо, мне это дали. Одни родственники чьи-то, одни советники участвуют в этих аукционах. Извините, я это хочу знать. Больше ничего мне не надо, что у вас и где. Я сегодня независимый и могу вот показать 75%, прочитать все фамилии советников и родственников, которые в аукционах участвовали. Кто? И один шаг, который 20 лет только добавляется. Это будет в суде опубликовано. Так вы суд подавайте, вы же пишете. Такой инструмент, как запрос на доступ к информации, придуман для того, чтобы обеспечить подотчетность органов власти. Им, как правило, пользуется оппозиция и независимая пресса. Оппозиция для того, чтобы получить информацию и использовать в своих политических целях и в политической борьбе. А журналисты для того, чтобы информировать своих читателей или там, телезрителей о состоянии дел в той или иной отрасли и для журналистских расследований, естественно. И никто не обязан объяснять, зачем он запрашивает эту информацию. Аргумент о том, что за примара проголосовало 95% избирателей, поэтому советники должны ему доверять и доверять его работе, этот аргумент не работает. Во-первых, доверяй, но проверяй. Избиратели, конечно, проголосовали, но они не давали мандат примару на ограничение права своих представителей в муниципальном совете. И я бы не обольщался насчет высокого процента поддержки. В политике, да и не только в политике, как известно, от любви до ненависти один шаг. Во-вторых, вспомните, кто баллотировался против примара на последних примарских выборах. Кандидат от партии ШОР, малоизвестная в Камрате женщина. Хвастаться такой победой — это все равно, что хвастаться технической победой за неявку соперника на поединок. Примар как каратист меня поймет. Еще один аргумент, который выдвинул примар, это то, что запросы забирают много времени и сил. Ну, на то и есть примар, который должен организовывать работу примарии так, чтобы она шла гладко и удовлетворяла потребностям всех категорий граждан. Примария должна отвечать на запросы не только когда этого хочет примар. Это обязанность, предусмотренная законом. В примарии должен быть специалист или отдел по обеспечению прозрачности, который в том числе отвечает на петиции и запросы. Если его там нет, то примар должен позаботиться о том, чтобы он там был. Я ожидаю, что в лучших гагаузских традициях меня сейчас начнут обвинять в том, что я отрабатываю чей-то заказ и лезу в политику. Но это не политический вопрос, а вопрос гражданских прав. Надеюсь, муниципальный совет Камрата отменит свое нелепое решение. Или советники отменят его через суд, а если нет, то это придется сделать гражданскому обществу. Друзья, это все, что мы хотели сегодня обсудить. Не забывайте ставить лайки и делать репосты этого видео. Увидимся на следующей неделе.